нас вот формируется диалог, мы не просто показательно, значит, там пытаемся, вот какие главы хорошие и как предприниматели любят их. Предприниматель никогда не будет любить власть, но мы их должны любить. Предприниматель – человек, который хочет заработать денег. Да, вот надо исходить из этого. Насколько сильно власть любит бизнесменов, предстояло рассказать главам 4 районов республики. Из всех лишь они оказались готовыми представить проекты по оздоровлению делового климата. Бережливый МФЦ – результат полугодовой совместной работы Нижнекамской администрации, местных предпринимателей и бизнес-наставников. Работу МФЦ полностью переформатировали. Еще месяц назад до старта проекта Нижнекамский центр отказывал в регистрации каждому второму заявителю. Муниципальная услуга – принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В процессе задействованы 20 человек. Срок оказания превышает в 2-3 раза от нормативного. Одно из простых показательных мероприятий, которое уже реализовано, это исключение 3 участников, 3 согласовантов из этого процесса. И уже это сегодня дало результат сокращения сроков оказания услуг на 5 дней. Разработчики проекта заверяют, цифровизация всех процессов поможет сократить сроки согласования в 2 раза, а количество возвратов документов в 10 раз. Мы считаем, что МФЦ – это витрина государства для молодого предпринимателя. В тот момент, когда они впервые взаимодействуют, это происходит именно там. И мы считаем, что этот момент должен быть максимально комфортным именно для предпринимателя, чтобы он хотел дальше работать и платить налоги. Предприниматели считают, что тормозила работу центра и низкая квалификация сотрудников. Сейчас они учатся работать в новых реалиях. Первый анализ эффективности проекта проведут в конце июля. Чтобы система заработала в полном объеме, потребуется 1,5 года. Есть услуги, которые исключительно на муниципальном уровне согласовываются между собой и предоставляются, где нам легче договориться и реализовывать их. А есть услуги, которые государственного регионального значения, участвуют в организации. С ними надо выстраивать новые регламенты и прочее. Это намного дольше, и это нужно согласование вышестоящего руководства республиканского и федерального. То есть где-то законотворчеством связаны. Рустам Миниханов дал высокую оценку проекту «Бережливый НФЦ» и поручил главам других районов перенять опыт нижнекамских коллег. О том, что цифровизация может стать главным инструментом в привлечении потенциальных инвесторов, говорил Ильхам Кашапов. В этом году в Пестричинском районе заработала онлайн-площадка. Она позволяет пропускать через себя около 500 инвестиционных проектов в год. Причем как крупных, так и небольших. ИП Сорокин – это реально существующий бизнесмен, который обратился к нам, в муниципалитет, чтобы построить мебельный цех. Обращение было 7 марта. Комиссия рассмотрела проект, сформировала протокол поручений, занесла в систему и зафиксировала сроки исполнения ответственных лиц. В течение 2 месяцев мною в онлайн-режиме отслеживалось исполнение этих поручений. И надо сказать, я не провел ни одного совещания. В результате строительство мебельного цеха началось 20 мая. Бумажная волокита и административные барьеры – это еще не все факторы, что тормозят развитие бизнеса в районах. В очередной раз заявили на Совете. Между властью и бизнесом по-прежнему отсутствует коммуникация. Ее в Бугульминском районе начали выстраивать посредством все тех же онлайн-площадок. Мы уже организовали канал «Бизнес Бугульма» для быстрого и простого общения с предпринимателями. Кроме того, для систематизации базы данных и постоянного обновления мы планируем организовать персонализированный подход к каждому предпринимателю путем внедрения в нашу работу CRM-системы. Мы будем делать сейчас все так, чтобы получалось. Чтобы получалось, потому что это и нам интересно, кто в Зеленодольске работает, и остается работать в Зеленодольске. Деваться нам... уходить отсюда я, например, никуда не собираюсь, это мой родной город. По словам Рузели Тимиргалеевой, между зеленодольскими предпринимателями и представителями надзорных органов пока не паханное информационное поле. Отсюда самая большая проблема для местного бизнеса – это отсутствие знаний в постоянно меняющемся российском законодательстве. Мышление надо поменять контролирующих органов, понимаете, мышление. Выйти из-за угла, выйти на самое сложное место, там, где мы спотыкаемся чаще всего. Показать нам, где мы делаем чаще всего ошибки, где мы ведем неправильные журналы, как мы неправильно перезаряжаем огнетушители, где мы их неправильно размещаем, какие там смывы, сливы, какие там журналы мы ведем неправильно. Покажите, научите нас. А не так вот из-под тишка, вот мы 5-й раз пришли, и в 5-й точке то же самое. Разве это погоны вам, разве это вам хорошо, разве это вам слава? Это плохо, что вы идете к 10 предпринимателям, и у 10 предпринимателей вы видите типичные одинаковые ошибки.
Значит, плохо вы работаете, господа. Тимиргалеева не стала ждать, когда администрация района предложит бизнесменам объединиться. Вместе с единомышленниками она решила создать некоммерческое партнерство. На днях прошло первое собрание, на которое пришли более 30 предпринимателей. В ближайших планах проведение мастер-классов, где сама будет выступать в качестве бизнес-наставника. Вот это должно делать сообщество предпринимателей само. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. От органов контролирующих нам нужно только их желание приходить нас и обучать. Приглашать мы будем сами. Потому что они до нас, пока мы не объединимся, понимаете, они до нас поодиночке не достучатся. Глава Зеленодольского района Александр Тыгин самой серьезной проблемой считает кадровый голод. Предприятия города нуждаются в 1000 рабочих, а 2 местных техникума в состоянии подготовить всего 250 специалистов. Чтобы переломить ситуацию, татарстанские среднеспециальные учебные заведения должны перейти на прямые договоры с предприятиями. В связи с этим Рустам Минниханов дал распоряжение Министерству образования Татарстана провести анализ и выяснить, куда в итоге трудоустраиваются выпускники колледжей и техникумов. И наши вот эти центры образовательные, они должны делать не то, что умеют делать, но они тоже что-то умеют, а то, что нужно сегодня по рынку. На первых порах надо самую простую задачу решить. Вот. Перепрофилировать вот те специальности, которые сегодня не востребованы, на них деньги не тратить. Сделать ускоренные курсы. Российско-китайское предприятие в Нижнекамске заработало еще в конце прошлого года, но до сих пор так и не вышло на проектную мощность. Всему виной все тот же кадровый голод. Чтобы линия по покраске стали полноценно заработала хотя бы в одну смену, заводу сейчас нужно 6 специалистов. Но их так и не могут найти в городе с населением в 240 тысяч человек. Поэтому сейчас каждый 4-й сотрудник – гражданин Китая. По мнению Алевтины Кузьминой, одна из причин – все оборудование на предприятии китайское. Как на нем работать, нового сотрудника надо еще научить. Вторая проблема – китайский менталитет, который татарстанцам познать пока не удается. Сотрудников из Поднебесной отличает исполнительность и трудолюбие. Первое – это внимание к мелочам. Каждая мелочь – это важна. Второе – в любой сложной ситуации сохраняем спокойствие. И есть такая особенность именно в плане ведения переговоров. То есть переговоры, мы все знаем, что Китай и граждане КНР – это отличные переговорщики. Наверное, не побоюсь этого, самые лучшие в мире. 15 июля руководство Камстали и Нижнекамского механического техникума намерены сесть за стол переговоров. Главная тема – организация курсов подготовки специалистов. Китайская сторона даже готова выделить своего специалиста в качестве наставника. В эти дни стартовало новое исследование деловой активности в республике. Рейтинг представит ближе к осени. Тогда и станет понятно, как изменились позиции районов и насколько повлияли их пилотные проекты на настроение бизнеса. Елена Горбунчик, Андрей Мухов, 7 дней.